Всех привет, дорогие друзья. Как вам слышно? Напишите комментарии. Сейчас хочу все про бензопилы рассказать. Немножко обзора. А дальше, знаете, обязательно бензопилы заводим. Самый первый раз запуск. А сейчас погнали. Так, конечно, сейчас вам, конечно, может не видно. Солнце светит, очень сильно светит, но ничего. Всем удачи, всем будьте внимательны, смотрите, будет интересно. Ну что, ребята, давайте рассказываем про бензопила МС-250. Он не очень профессиональный, он не очень самый сильный бензопила. Это полупрофессионал. Ну, скажем так, полуслабый, полусильный бензопила. Но это мне хватит чтобы он служил как мотоблок, служил 15 лет. И бензопила тоже, чтобы служил нашу жизнь даже. Итак, хочу немножко признаться. Это бензопила я заказал на Озоне. И там проверял все до конца, внутри коробках. Обязательно всем, конечно, рекомендую, кто покупает, кто заказывает, надо все тщательно проверять бензопила и любое технику, любое. Всем рекомендую, надо проверять сперва. Потом домой отвезти и все обслуживать, все проверять, все, но не всех смазать, что нужные. Гайки, болты тоже надо проверять, крутить все тщательно, не так сильно мертво. Вот. Но обзор сейчас будем все это показывать, что внутри, что у меня. А вы будете смотреть, как вам будет удобнее. Так. Вот. Видите, какой маленький канистра. Прямо игрушечная, да? Но мне очень нравится, что она игрушечная. Она как 1-литровый, но пойдет для бензина. С собой взять на рюкзак. И бензопила тоже. И вперед. Так. Но это потом расскажем. Про канистры я не буду. Я даже подготовил бензин и масло.
Дальше что? Дальше у меня вот такой замечательный бензопила. Ну, это потом. Так, вот она. Вот она какая красавица. Китайский штиль 250. Тут, конечно, написано, что штиль МС 250. Хочу немножко предупредить. Перед покупкой, перед заказом надо тщательно проверять, что пила оригинальная или нет. Это самое главное. Самое главное, что бензопила все надо тщательно проверять. Вот. Так. Но я там проверял на Озоне. Это всем, конечно, хочется все проверять, все тщательно. И вчера я, буквально вчера я получил на Озоне. Вчера, буквально. Сегодня уже сутки прошло, и в сутки я узнал все, проверял все еще раз. И даже вот тут ведущий ведочка, самое первое надо подшипник смазать. Обязательно смазать надо. Обязательно перед пилой. Так. Дальше сейчас потом поставим шина и ведочка. Сейчас первое это показываю. Вот эта крышка, защитная крышка, я думаю, это не совсем оригинально, не совсем. Потому что крышка как будто она очень тонкая, и не должна слишком тонкий. Так, дальше что у меня? Вот ведущий, ведочка. Там уже я смазал смазкой. Ну, вам могу показать ближе. Вот видите, немножко смазано, да? Так. Так, дальше. Ну, пусть пока сейчас подробно, конечно, я могу целыми днями, сутки могу я рассказать про пилы, все равно не будете понять и даже не понимаете. Знаете, вот эта крышка, задняя крышка, который тут карбюратор, воздушный фильтр, вот эта крышка черная у меня, да? А вот тут розовая, да? Это запас. А почему поставили они запас? Потому что эта пластиковая крышка, она не вечная. Именно вот, который закрываешь, вот это, закрываешь, открываешь, вот это все постоянно, и постоянно вытаскиваешь, обратно поставишь, постоянно вот так вот целые днями можешь несколько раз вытаскивать из-за неисправный воздушный фильтр, карбюратор, ну, много туда попадет, опилки, много, вот там все, пыль, все попадет, все, это обязательно, потому что тут все, не все открытое, да, вот, видите, все тут открытое, все может попасть все внутрь, опилки, пыль, все. Да, дальше что? Дальше у меня шина, да? Шина. Ну, конечно, вот этот защитный, вот для шины, для цеп, тоже вот не очень оригинальный, но пойдет. Но он не сломается, но если не сломаешь сам. Но он тонкий, но не очень крепкая. Тоже вот проблема, вот тоже не оригинальный. Но ничего, пойдет. Вот шина
Вот она. Шина 40 сантиметров. Шина вот эта длинная 40 сантиметров. Стиль. И сразу же хочу поставить, но ледочки обязательно смазывайте. Пока я еще не смазывал, но сейчас, когда перед запуском, это обязательно смазывайте. Обязательно. Ну, специальное масло. Только хорошее масло мазать. Тут есть дырка вот круглая. Тут внутри надо тщательно капать и тщательно крутить и постоянно капать, чтобы все полностью смазался. Так. Шина обязательно поставим сейчас же. Так, потом, где у меня цепь, вот цепь, пила. Цепь пила вот, я вчера посмотрел, тоже не очень качественный цепь, не очень оригинальный. Даже, я не знаю, эта цепь как будто одноразовая. Удивительно. Прямо тщательно все проверял вот так, да? Все разные зубьев, разные зубья. Но они одинаковые. Но немножко острая, но не совсем острая. Но все так и есть острая. Считается острый. Нож, пила. Так, дальше что? Так, я это, конечно, все почти уже показал. Но немножко обзор, да, было уже почти. Дальше. Обязательно бензин, конечно, заправим попозже. То обязательно, конечно, вот этот, тут кружка. Так. Вот выключатель, переключатель, включаешь постоянно стоп, обратно включаешь стоп, постоянно. Тоже вот проблема, этот включатель пластиковый, не очень крепкая, но чтобы осторожно включать, осторожно выключить. Видишь, осторожно, не надо торопиться, не надо так сильно выключить или включать, не надо. Это, сами знаете, видишь, что, вот, что корпус пластиковая. Ужасно, просто ужасно. В советские времена, даже я помню мое детство, 90-годовые, Урал, Дружба, там все металлические, там все алюминиевое, но она тяжелая. А это сейчас уже все, это все корпус алюминиевый, пластиковый. Но тут ручка, конечно, тоже вот внутри я не уверен, что алюминиевая внутри. Но потому что тут, видишь, ручка тоже пластиковая, да? Ужасно. Дальше что? Ну, у меня целый день, конечно, вам болтать. Интересно, да? Дальше набор ключей. Вот маленькая сумочка. Очень маленькая сумочка. Удобно. Конечно, отвертка. И ключ свеча. И маленький вот такой ключ. Сейчас поближе вам. Видите, какая она маленькая, ключ. И вот такой сумочка, как портмонет, как будто. И еще ключ для корпуса разбирать и обратно закручивать. И зубы для, ну, сами знаете, когда в лесу вырубка, пилишь с боком, да, в сторону, вот эти тоже нужен. Ну и для дровах тоже очень нужен. Там, конечно, есть уже
Но он пластиковый, неудобно. Так. Но можно сейчас ставить вместе с вами, болтать, конечно. Так, а вот этот журнал, это не вообще ничего. Тут не прочитаешь, тут все по-английски, и все не понимаешь английский язык. Вообще русский язык тут перевод вообще нету. Я удивлен, что вообще ни одного русского языка вообще нету. Вот и из-за этого бензопила все быстро, завод, китайский завод, быстро выпускают, очень быстро. Именно пластиковый корпус, пластиковый ручка, ну, многое-многое вот еще. Все, конечно, вот такие, конечно, защитные для шины тоже вот такие миллионы даже выпускают за, могут даже за сутки могут выпускать такие. Так, дальше. Вам, конечно, могу поближе снимать, как будет вам связь. Сейчас кто еще вот написал мои комментарии, могу прочитать, конечно. Так, дорогие друзья, вот такой замечательный пила. Вот такой. Вот видите, написано 250. Сами видите, да? Итак. Ну и, конечно, сейчас собираем потихоньку. Обязательно надо собирать вам, чтобы быстро узнать, как будет двигатель работать на холостом и как надо перво включать. Так, перед... Так, но заправить бензин и масло потом. Это самое последнее. Потом можно поставить шина. На шина можно уже немножко капать маслом. Но не надо отработанной, не надо. Отработкой лучше не надо тут мазать в йодочке. Ни в коем случае даже. Чтобы шина отслужил, но я не буду вам это все рассказать, что он вечный. Он не вечный. Это не советский, ураловский шина, пила. Вот так тщательно крутиваем потихоньку. Вот. Кто хочет так, чтобы опытный бензопилой использовать, надо тщательно все обслуживать хорошо. Но у нас есть силь, он больше мощный и больше. Он служит уже, знаете, сколько лет? Это попозже вам рассказываю про другой пилы, стиль тоже. А это новый уже немножко слабенький. Масло не надо залить, чтобы этот йодочка смазался хорошо. Это самое главное, что он был, чтобы все смазался. Там внутри подшипники роликовые, как будто, ну не знаю. Но крутится главное, что он вот сейчас
Так. Так, дальше. Ну, масло, он уже смазался. Все равно смазается быстро. Потом он сам смажется на, ну, просто на воздух крутить тоже надо, когда масло толкает из бака, и все, шины и степь тоже смазается, он сам. Когда он будет работать. Так, дальше что будем ставить? Надо аккуратно ставить цепь, пила. Ну как вам удобно, вот так поставить или вот так, чтобы название, чтобы было ровно, или обратно вот так, наоборот. Это не важно. Они все равно постоянно меняются. Постоянно надо менять. Это не важно. Важно, чтобы двигатель работала вечно. Так скажем, да? Так. Что у меня сейчас? У меня ключи. Так. Вот ключ. Так. Немножко окрутить, открутить. Назад немножко. Потихоньку идет, конечно. Я это еще не подготовил, надо. Я впервые вот так устанавливаю. Сегодняшний день. Сегодня 18 мая 2025 года. Главное, что погода солнечная, но немножко ветер, прохладно. А так нормально. Из-за этого я сюда поставил, чтобы ветер не попало, ни одного ветра. О, вот. Степ готов. Сейчас будем ставить шина. Вот эта крышка не очень удобно, не очень даже аккуратно закрывается. Видите? Она, видишь, как болтается. Она как будто неровно, она как будто кривая. Вот так. Так. Надо немножко регулировать, чтобы было хорошо. Я думаю, это хватит, наверное. Сейчас.
А, конечно, то уже слабость сразу моментально стала. Но не крутится. Она как будто где-то кривая, где-то та цепь станет слабая. Вот немножко вот так крутишь, вот так, несколько шаг, да? Видишь, она как будто заклинивается. Вот уже, видите, она уже крепкая. Как струя. Видишь? Еще шаг немножко уже слабее. Видишь? Значит, жёдочка, ведущая жёдочка, тоже как овальная. Вот уже перед вами я вот прямо эфир впервые вам все показываю, все правда. Видите, потихоньку все узнаем все потихоньку, все подробно узнаем. Видите, жёдочка ведущая кривая, она как будто овальная, да? Потому что цепь где-то, видишь, даже скажу вам, шина это для него. Даже. Сейчас, подожди. Сейчас. Обратно посмотрим. Я думаю, что эта шина не для него. Размер. Размер вообще. Видишь? Вот это не должно вот так болтаться, вот так. Вот так не должно болтаться, вот так. Ну ладно. Даже когда вот это все обслуживаем, я сразу вам не сказал с самого начала, когда перед покупкой надо сразу проверять, заводит двигатель. И если она не заводится, и если она плохо заводится, даже заводится и глохнет, и что-то неисправно, сразу же отправьте обратно компания Озон. Сразу. И отказывайтесь заказ. Отказывайте. Именно сразу отказывайте. Всем сразу делайте. Так. Ну ладно, сейчас немножко как будет крутить цепь. Если она обратно снова будет цепь слабая, вот болтаться, это тоже вот проблема. Не должно вот. Боже мой. Совсем. Сильно не можешь крутить. Очень сильно, но не так сильно крутишь, закручиваешь, заклинит, как мертвый. Это нельзя ни в коем случае. Потому что это крышка пластиковая. И тут нету защитной, ну, алюминиевой, как у профессиональной пила. Там уже есть у них все-таки защищает даже, можно немножко не так на мертво крутить. А это пластик. Нельзя ни в коем случае сильно крутить. Прямо вот так и не надо. Или монтировка еще. Вот специально трубка еще закрутишь. Это тоже вот. Это не как будто большие гайки, болты вот такие огромные. Это тут как будто вот эта пила, как игрушечная. Боже мой. Так, дальше что?
Ну что, установил шина, цепь и далее. Дальше. Ну, это, который вот у меня еще, которую надо ставить водитель, но это позже. Пусть тут еще полежит еще, лежит еще. Дальше будем заправить бензин и масло. Вот все противочасовые. Все надо, когда открываешь, надо противочасовые. А когда закрывать, почасовые. Вот. Тут, конечно, ставится просто она сама выходит, чтобы не потерять пробка вместе с проводом вот такой леска, чтобы не упала, чтобы не потерять, она всегда с вами. Так. Заправим сперва бензин. Вот у меня готовый бензин, вот специально для так, бензин заправил. Масло. Масло, она не отработанная, она настоящий, даже не пользовался даже. Ну, сами знаете, вот если вам видно, может не видно вам, видите, масло прозрачное. Потом проверяем пробка, оба пробки масла. Масляная пробка, вот бак, и бензиновый бак. Пробка тоже проверять, чтобы не вышло, вот, чтобы не стекло. Сейчас проверяем. Пока не капает. Так. Но у меня бензопила готов к запуску. Запускаем не сразу. Не надо сразу трахать вот так раз с самого первого. И с самого первого холодный запуск. Не надо вот так трахать, так как будто первый раз, как нервная. Не доводится них. Это ни в коем случае нельзя так делать. Это только вот такие дураки только делают. Вот такие тупыми головами. Как вот такой тупыми головами. Так. Опытные не так делают. Кто опытный? Никто не так делает с самого первого, самого запуска. Холодный запуск. Именно зимой. Минус 40 градусов. Даже более. Нельзя запускать сразу вот так и трахать. Нет, это нельзя так. Так. Перед запуском. Так. Убираем все потихоньку. И вместо именно бензиновый, чтобы бензин в сторону. Это самое главное, чтобы бензин в сторону. И вот тут бензиновый бак, чтобы не капался ни капли. Ни одного капли, да? Так. Ну что. Заводим. Вот, конечно, вам, конечно, могу я вот так на память вам, зрителям, показывать. Вот, видите? А? Так.
Ну что, так, первое надо запускать. Специально можно вот так поставить оба нога на колени, вот так поставить и медленно поднять поршень, кольцо, чтобы закрутить, чтобы легко было заводить вам как бы удобно. Или можно вот так, конечно, а тут не влезет в мои сапоги никак. Но можно вот так поставить, вот так. Так, включаем стражу и сразу же перед вот стартер и поршень, кольцо надо всегда выкручивать, закрутить несколько оборотов. Несколько оборотов. Раз. Вот один оборот уже делал. 2, 3, 4. Вот. Так. Ну что, дальше. Что? У меня сейчас включен. Подсор закрыл, чтобы бензин бак из бака, он поднялся до карбюратора, до зиклер. Сами знаете, чтобы он попал сразу на свечу. На свеча тут внутри я пока не могу проверять. Так. Не надо вот так страхнет все полностью, не надо полностью поднять до конечной. Никакой не надо. Хотя бы наполовину поднять, вот так еще. Она уже почти запускался. Там, дальше. Дальше там надо поднять на пол подсот пол открытый пол. Оно открывается пол только. Но там уже, знаете, там уже запускается полный газ. Лучше этого не надо перед, вот, когда обкатываешь, это ни в коем случае нельзя делать. Надо сразу поднять на этом, на холостом запуску. Опытные, кто опытный, должны быть знать, как надо перед запуской, холодной запуской, конечно, поставить на второй, который вот название не могу сказать. Ну что, давай. Вам слышно? Напишите комментарий, если вам слышно.
Ну что, дорогие друзья, как вам мой прямой эфир? Напишите комментарии. А сейчас вам хочу написать. А кто еще не подписывался на моем YouTube и не могут комментарии написать, не могут. Так что, пожалуйста, напишите. Итак, ну как вам бензопила? Напишите комментарии еще раз. Как вам я пилил самый первый раз дрова, вот самого первого. Он пилил как масло, но только я оборот, только средний оборот поставил на средний. Почему? Потому что опытные люди, опытный человек, я, нельзя ни в коем случае с самого первого запуска, с самого сразу же, как раз на полный газ. Это ни в коем случае нельзя делать. Надо сделать на холостой и на средний. И когда работает холостом, надо немножко на минутку, даже более. Но сейчас у нас почти весна, конечно, и приближается лето. Летом, конечно, можно раз и сразу пилить. А новые пила ни в коем случае сразу надо, нельзя даже раз и сразу пилить. Это нельзя. Надо, чтобы она, бензиновое масло, вот видите, бензиновое масло, она, чтобы смазалась, все, кольца, поршовые кольца, все. Видите, видите, сами видели, что немножко дым идет, да, синий дым. Но это все правильно, все должно так дымить. Но не так сильно дымит, как черный дым. Это уже все богатое, все уже неисправенный даже. Но у меня все исправно, пока все работает. Даже заводил на холостом, сразу же на холостом. У меня, конечно, я не поставил на, где надо поставить пол закрытые. Там сразу же оборот набирает. Но это я вам показываю. Вот сейчас хотя бы могу показывать. Сейчас хочу, кто вот на моем канал вот подписываться, могут только они могут написать мне комментарий, а кто не подписан, они не смогут комментировать. Вот такой опилки, видите? Видите, какая она крупная. Но, конечно, дрова сухая. Дрова, сами знаете, сухая, да? Но она не свежая. Если свежая дрова была, она как вот так, он сам должен пилить, должна быть. Только газ немножко добавь, он сам должен пилить. Не надо сильно вот так, ну, не сильно вот так делать, вот так и не надо так делать, даже сильно нажимать сюда вниз, вверх. Это не надо, нельзя ни в коем случае. Чтобы жалеть именно звездочка, вот эта звездочка, чтобы жалеть, сами знаете. Но я с собой этот бензопила оставлю. Она заводилась, она работает нормально, холостой газ, она держит, значит, обратно на озон не буду отправлять. Оставлю на память, на всю жизнь. Дальше что? Но самый первый вот написал в Вилли Радио, он, да, подписан. Я знаю его, и даже знаю его уже в прошлом году. И тебе тоже здоровья,
и огромный привет. Сам видел, что у меня новый бензопила. Но у меня как пила? Пила, вот. Сами видели, что она работает. Да, пила, конечно, отлично. Но тебе скажу, он не профессионал. Он только, даже он не полупрофессионал, даже он. Но можно, конечно, если будете обслуживать, если будете жалеть, она обслужит надолго. И постоянно, когда перед вырубкой идешь в лес, ну, делянку, да, перед, надо подготовить тщательно все, ну, вечером попозже, а не утром, а вечером все тщательно проверять, все, цепь, и цепь надо взять запас, шина запас, ну и свеча тоже запас, свеча вот внутри, тоже вот не вечная, тоже вот не оригинальный, но пойдет. Вы сами видели, что у меня запуск, все получилось. Ну и еще раз проверяем, заводим еще раз. Сами еще раз увидите. И со мной, конечно, не только у меня тут бензопила, у меня с собой вот мопед. Красавица, да? Она самая, вот это у меня самая любимая железная. Конек, горбунек. Ну, конечно, горбунек. Вот видите, сзади горбатый. Конечно, он горбунек. Вот, видите? Вот до этого я называю его конек-горбунек. И со мной рядом самый любимый железный мотоблок Агро. Вот тут перед вами я все утром я подготовил вам все. Вот. Вот она. Ну как вам? Вот у меня железный мотоблок. А тут перед вами дом стоит, а он там уже никого не живет. Так. Вот. Ну, еще раз проверяем, да? Так. Ну что, еще раз проверяем. Но у меня цепь, я сами видели, что я показываю руками, пальчиком направляю, когда когда она холостая работает и проверяет цепь, вот так, когда запуском. Это нельзя ни в коем случае без тормозов. Надо тормоз поставить, тормоз, включить и потом проверять цепь. Но я даже когда она работает, вам, конечно, все равно не слышно, что я говорю, когда он работает, чтобы масло толкало вот отсюда и все брызгает. Именно когда я проверяю вот так, и чтобы масло, он брызгает и все как струя, но не так струя, как пыль. Брызгает вот так, как линия она станет, видите? Все видно, все красиво видно. Так. Ну, это, конечно, я вам еще, ну, вот здесь, конечно, поставить. Ну, это вот эти, хоть сейчас поставили, все равно он не, но играет, конечно, у него есть, конечно, там, но там пластиковая ерунда. Ну, вот этих надо поставить. Но это могу попозже поставить, без вас. Потому что одну резьбовый болт
могу закрутить, а вторую там внизу не сможет. Надо шины вытаскивать. И все. Вот так, ребята. Так, еще раз запускаем. И когда она работала, и тоже надо все тщательно проверять, все тщательно, все по кругу, все, гайки, болты, все надо проверять, чтобы не так намертво закрутить, не так, не надо. Чтобы не потерялся ни одного болта. И чтобы бензин из бака не капался, не истекло даже. И масло тоже. И отсюда тоже масло. Только мне один нюанс не понравился, мне минус. Вот эта крышка очень слабая. Вот эта крышка. Вот это надо было сделать, хотя бы защищенный корпус для цеп, чтобы было алюминиевая. Она все разломает. Если все, вот когда цепь будет слабая, и может она из цепь выйти из шины, и может цепь все внутрь попасть сюда, и там вот эта крышка может все разломать. Даже не успеешь даже тормоз поставить, не успеешь даже газ выбросить, не успеешь, ничего не, даже за секунду не успеешь даже выбросить все, потому что видишь, какой она большой оборот, но я даже не сказал, что сколько у него оборот, сила оборотов. Я еще не рассказал, потому что на этом документах не понять. Ну, конечно, могу немножко понять, где-то вот написано, сколько оборотов на полный газ. На полный газ. А на холостом за минуту. Я думаю, это 2500, по-моему. То есть, может и меньше, но я не уверен, он просто не профессионал. Вот. Но тут не знаю, где искать, где сколько оборотов набирает. Даже тут уже ничего не прочает. Даже я знаю, даже наизусть знаю про стиль. У нас есть профессиональный пила, стиль тоже он 250, но у него куб больше. И больше шина, больше цепь пила, у него больше. Вот. И он немножко сила есть оборотов, чем от этого. Но это я взял специально. Даже признаюсь, даже я вам признаюсь, это я купил. Даже мне исполнилось 47 лет, за всю жизнь мечтал купить себе хотел купить бензопила. Вот и мечта сбылась. И всем, конечно, ребятам, тоже вам, кто мой фильм смотрит, кто подписывался мой контент, я вам, конечно, благодарю, низкий поклон, что поддерживает, и кто смотрит, такие вот у меня популярно получается потихоньку. Вот. Еще раз повторяю, комментарии, ну, кто не подписывался, они не смогут написать мне, потому что у нас вот такие лживые, вот примерно соседка, молодежи тупые, пропагандисты, вандалы, живодеры, они перепутают мои фильмы, перепутают даже все,
кувырком, все, вообще ненавидят даже меня. Именно хорошие люди даже ненавидят. А пусть. Просто они не хотят мои услышать, что я опытный и даже мастер вот по дереву. Я сделал многое. Скамейка, табуретка и даже мой дом с самого начала, как я начал строить, гараж, баня и так далее. Там все учил мой отец. И все это все от отца. Узнал все, как надо использоваться. И все это все я знаю, как надо правильно сделать. А вот этих люди, улипские, вот у нас рядом, вот тут, они меня хотят одурачить. Они хотят все наоборот, чтобы не хотят даже услышать не местные вот из страны, другой страны. Они им даже пишут, что он меня как будто пишут их, что он не такой умный, он тупой, не умеет разговаривать и так далее. Это не так. Пусть все, что хочет, пишут. А вот эти, которые смс написал матом, которые все, это все. Это смс сохранено, даже обязательно отправим. Сами знаете, куда отправим. Даже вызываем. Но это совсем другая история, ребята. А про бензопилы еще раз. Заводим. Сухое дрова, конечно, у меня вот тут. Но пилит как масло, да? А если было свежее, еще раз я говорю, да? Ну, поймите меня. Сколько я повторяю одно и то же. Потому что зрители кто-то еще не увидел. Вот за это я вам рассказываю еще раз. Так. Ни в коем случае, если пилу, острый пила, цепь, чтобы никогда не тупела, вот, чтобы не тупеет. Именно вот перед вами, вот видите, все грязно, песок, вот тут рядом, вот все. Надо перво посмотреть дрова, какое состояние. Грязное, сырое, гвоздики там может что-то, вот, например, много вот там все есть. Даже я не знаю, что сказать. Я не знаю. Вот. Вот так вот. Ну что, далее. Давайте бензопила заводить. Ну, у нас, конечно, тупые смотрят. Вон там двое. Да, он, конечно, браконьеры смотрят. Да пусть смотрят. Пусть. Я знаю, что это смотрит. Там Макаров Николай и Антон. Там и коварные браконьеры. Так. Ну что. Еще раз повторяем. Давай. Но еще двигатель теплая. А когда вот двигатель горячая, тоже руками так нельзя не трогать. Я знаю, она уже холодная, но не совсем холодная. Внутри поршень, конечно, кольцо еще теплая. Можно поставить на холостом. Вот. Вот. Перед запуском все равно надо несколько раз сматывать вот оборот. Надо все равно, всем даже рекомендую, надо все равно. Раз, два, 3, 4, 5. Вот. Потом можно запускать.
дорогие друзья, я только газ добавил пол газа. А сейчас, нет, я не хочу самый полный газ. Не хочу. Потому что я опытный человек, я не хочу мучать с самого начала бензопила. Когда он работает, самый полный газ, ни в коем случае я не сделаю. Я хочу вот это пило, чтобы служил мой вечно. Ну, скажем так, вечно. Ну, посмотрим. Ну вот, ребята, я уже все почти рассказывал про пилы. Даже сами видели, новые пилы, все показываю, как легко она заводилась без этого. Ну, как перед покупкой, когда на Озоне или на магазине, все это там проверяется. Тоже, конечно, если гарантия, конечно, месяц, конечно, да, можно. Но, знаете, хоть и они скажут, что гарантия месяц, 20 дней, ну, 10 дней гарантия. Там только они меняют, могут что-то, вот, например, разломался, вот, что-то вот пластиковое, как где-то ручка, вот, стартер порвался, или где-то вот заклинилась поршень. Они не меняют, они все равно как будто дешевый, не оригинальный. Они ставят снова какой-то, ну, нерабочий, тоже вот туда ставят, меняют. И там, конечно, они должны проверять перед, когда меняют, все, ну, кто у тебя разломался. Там должны проверять. Должны даже, когда из завода выпускают китайских, они должны заводить. Они должны. Вот. Ну вот. Ну, я боялся, что перед вами прямой эфир, конечно, может не заводится. Я вот не этого хотел. Просто боялся, может он не заводится вообще перед прямой эфир. Вот. Ну что, ребята, наверное, будем заканчивать. А когда будем пилить дрова, ну, у нас пока есть большая половодье, там берегах, кустах даже осталось такие вот. Вот это все я привез уже, вот где половодье берегу оставляет вот такие здоровые, сухие дрова. Я уже привез вот мотоблоком. Вот, и перед вами, конечно, скоро не только буду постоянно прямой эфир, но это буду публиковать видео, потому что у нас соседи, наглые соседи смотрят, он там уже было макровы, они наглые и упрямые, даже их я уже знаю, их давно уже знаю. Они так смеются над нами, на меня. Так, ну что, давайте заканчивать, ребята. Всем удачи, всем пока, будьте здоровы, не болейте никогда, будьте с нами.
со мной, конечно, кто смотрит такие видосы мои. Пока.